Обмен педагогическим опытом, трансляции и передача культурного наследия различных этнических общностей планеты. Первый зональный фестиваль «Эпосы народов мира» среди образовательных учреждений Зауралья, ассоциированных школ и клубов друзей ЮНЕСКО, проводившийся на базе Башкирской гимназии имени Шейхазады Бабича села Зилаир, стал крупным коммуникативным событием для всего образовательного сообщества региона. Инициаторами мероприятия выступили Комитет по делам ЮНЕСКО и Министерство образования Республики Башкортостан совместно с администрацией Зилаирского района. Среди гостей и участников фестиваля представители Абзелиловского, Зианчуринского, Бурзианского, Хайбулинского, Баймакского районов, городов Сибай, Баймак, Учелы и Уфа. В фойе школы для них была развернута выставка творческих работ, выполненных по эпическим мотивам, и представлены блюда кухонь народов мира, оформленные школами и участниками в соответствии с центральной темой их выступления. Культурное многообразие, воплотившееся в представленных экспозициях, не знало географических границ. Очень многим детям эпосы Индии Махабхарата и Рамаяна не были знакомы. А вот в процессе подготовки мы эпос Индии Рамаяна изучили от и до. Поэтому детям, наверное, это было полезно, потому что они эпос узнали, что такое эпос, узнали культуру Индии, узнали танцы Индии. На торжественном открытии фестиваля вниманию собравшихся были представлены театрализованные постановки по шотландскому эпосу «Вересковый мед» в исполнении учащихся гимназии Зилаирского района, башкирский народный эпос «Урал-Батыр», представленный школой номер 2 города Баймак, индийский эпос «Рамаяна», средней школы села Юлдыбаева и другие. Для участников выступающих сольной программой была отведена отдельная аудитория в стенах учебного заведения. Вообще, по мнению организаторов, героический эпос как самобытное культурное явление – важнейшее и порой единственное свидетельство прошлых эпох. Он восходит к древнейшим мифам и отражает представление человека о природе и мире. Узнавая друг друга, показываем мы себя. Почему? Эпосы народов мира в этом списке Урал-Батыр, Акбузат и многие другие эпосы башкирского народа занимают достойное высокое место. Но в то же время мы не только изучаем историю и культуру башкирского народа, других народов Республики Башкортостан, мы детей приучаем тем самым через идеи ЮНЕСКО, идеалы ЮНЕСКО к сотрудничеству с другими странами, изучая их культуры, зная друг друга, уважая друг друга, язык, культуры, традиции других народов, мы больше ценим себя и больше развиваемся. И тем самым через молодежь, через детей мы вносим свой вклад в укрепление мира, сотрудничества и взаимопонимания народов. Мы считаем, что если дети будут знать историю и своего народа, и других стран, это расширит кругозор и будут помогать в воспитании подрастающего поколения, и в патриотическом воспитании, и вообще в целом, наверное, достойных граждан нашей великой страны. К нашей радости, вот наши районы Зауралья очень хорошо откликнулись, более 200 детей только приехали в Зилаир, кроме этого еще и заочное участие, поэтому, значит, интерес к изучению культуры, оно есть, и дети хотят знать, познать и посмотреть мир с другой стороны. После творческой части первого зонального фестиваля «Эпосы народов мира» состоялось заседание круглого стола. На нем были обсуждены такие проблемы, как участие образовательных учреждений районов и городов Зауралья в проектах и программах ЮНЕСКО и опыт работы ассоциированных школ и клубов друзей ЮНЕСКО Республики Башкортостан в развитии и сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Добавим, что проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» был инициирован в 1953 году. Сегодня в проекте задействовано более 100 городских и сельских школ Башкортостана. 37 из них имеют международный сертификат. В остальных созданы и работают клубы друзей ЮНЕСКО. Ринат Музафаров, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.